чищу картошку. Долго думал, что приготовить на ужин. Макароны. Или вот из картошки что-нибудь. Что-нибудь будет у меня. Картошка, консервы, вода. Никакой приправы нету, ничего. Можно еще, конечно, пачковый суп туда положить, и тоже вкусно будет. А консервы вот такие. Свинина. Свинина тушеная, высший сорт. Такой банки в продаже я не видел. Это от подписчика с Минска, с Белоруссии. Вот, изготовитель ООО Бетпак какой-то, Республика Беларусь. Вот. Так открывается. Попробуем. В общем, я именно, знаете, от подписчика был комментарий: покажи, Олег, тушенку, как на вид. Я, как сказать, перед тем, как в котелок положить, я отдельно вам еще покажу, что в банке находится, сколько мяса, сколько жира, там все это, ну, интересно некоторым. И отправитель также мне сказал, чтобы я это тоже сделал, показал, и сам этот отзыв сказал, как раньше говорят, в Беларуси хорошие тушенки делали, конфеты хорошие. И ну вот, знаете, думаю, там, а нет, это лишнее. Это лишнее. Хочется, конечно, много чего там поговорить, но не стоит. Вот. Я не знаю. Конечно, мы-то еще можем сравнивать настоящее вкусное и сейчас искусственное, что продают. Потому что в нашем детстве консервы все хорошие были. Тушенки хорошие и, ну, сами понимаете, до перестройки. Дефицит, конечно, был, но некоторые тушенки так тоже на полках не было. Ну, немножко картошку вот так почистил, именно суп сделаю. Супец такой. Сходил за водой, во льду все. Сходил за водой, Турлан пришел, сейчас его тоже накормлю. И хочется уже, конечно, тоже в горизонтальном положении полежать. Ну, надо приготовить ужин. Как ни крути, целый день на ногах. И вот это, что вот показывал, что я съел супы в пачках, это, конечно, не серьезно. Это так, знаете, вот тоже на скорую руку, чем возиться там, это согрел и съел. Но калорийности никакой, конечно. Я вот сейчас я чувствую голод, и надо, конечно, тоже нормально поужинать. Вот. Сейчас картошку на печку поставлю с водой. Как закипит, уже положим консервы. Вот. Вот так буду коротать вечер. Позвонил домой. Все хорошо. Вроде бы все хорошо. Самое главное, чтобы в семье все хорошо было. И в мире тоже. Люди уже просто устали от всего этого, что творится у нас в наше время. Вот так. Ребят, чайник закипел. Сейчас открою банку и уже вывалим все это дело в тарелку. Посмотрим. Так, вот так поднимаешь. Сейчас в интернете смотрел. Так делаешь. Поворачиваешь. И открываешь. Да. Желе. Вижу. Так себе жир. Немножко. Может снизу там слой жира будет. Сейчас вывалю и поближе покажу.
чтобы все без обмана. Просто зрители мои спрашивали. Мясо хорошее. Вижу, мясо хорошее. Вкус тоже вкусный. Такие шматки. Все тушенка, одно мясо. Просто одно мясо. Вкусный. Вот. Немножко вот тут кусочек жира нашел. Вот это сразу уберу. Не люблю жир. Полностью все мясо. Тушенка просто 5 с плюсом. Йошкар-Ола тоже хорошая у нас. И вот если сравнить, целая тарелка и только одно мясо тут. Не, консервы хорошие. Буквально там чуть-чуть небольшой кусочек жира. В остальном все мясо. Такое вот розоватого цвета. Ну, видно, что именно мясо настоящее. Да, хороший суп получится, я думаю. Так что в Белоруссии все-таки консервы еще нормально делают. Вкус тушенки чуть-чуть отличается от нашего. У нас вот я уже привык к нашим тушенкам. Вот что я ем, все равно какой-то вот, я не знаю. Здесь чуть-чуть что-то другое. Слой жира, я думал, там снизу будет такой вот толщины, пол сантиметра толщины этого, как сказать, жира. Но нет, не было. Только желе есть, присутствует. Желе как бы есть. А в остальном все мясо. Еще раз говорю, ребят, это не реклама, это просто подписчик отправил тушенку. И он еще сказал, чтобы я посмотрел и зрителям показал, вот как это все выглядит. Да, и несколько подписчиков также спрашивали. Олег говорит, покажи обязательно, что там в банках. Еще много видов у меня с собой, еще тушенка из говядины есть. Дома еще очень много консервов вообще. Да, черта, это надолго хватит. Вот, одну банку мы дома варили, не помню только вот из какой тушенки. Дома варили тоже, там говядина была, суп варили. И все, пока ничего не готовил. Это вот первый раз пробую вот эту тушенку из свинины. На вид хороший. Сейчас посмотрим, какой суп получится. Также буду говорить и рассказывать. Там уже у меня чай закипел, котелок на плите. Закипит, закинем. И думаю, наверное, добавлять даже пачковый суп не стану, потому что я хочу почувствовать этот вкус тушенки с картошкой, как там суп сделает. Вот. Без всяких приправ, по-простому. Можно лавровый лист еще, конечно, но у меня нету. А между прочим, лавровый лист, который я вам показывал, с Абхазии я привез в этом году. Очень вкусный. Блин, вот небо и земля, вот с пачковыми лавровыми листами это небо и земля. Хорошо, что я привез, это надолго нам хватит, на целый год наверное хватит. Если еще получится куда-то на юг съездить к морю, обязательно я еще привезу. Там везде на рынках это продают, лавровые листы. Очень понравилось. Это настоящее, действительно. Вот. Ладно, сейчас я приготовлю тулану покушать с хлебом, с тушенку разбавлю. Такой суп хороший сделаю ему. И он будет сыт.
доволен цвет, а кашу варить я не стану ему сегодня. Вот. Не волнуйтесь, он не будет у меня голодать, он всегда сытый, кормленный. Сейчас недавно тоже писали, чтобы я... Видишь, Олег говорит, какие у него зубы, ему, говорит, надо мясо там. Пока тушенку пусть ест. Вот. А кости я ему покупаю постоянно в городе, когда я езжу. Там они дешевые, 46 рублей килограмм. Постоянно беру, и он всегда грызет кости. И там кости, ну, суповой набор, большие кости. И с мясом там тоже мясо есть. Он все это дело тоже получает у меня. Вот. Все, ладно. Дальше готовим. И будем ужинать. Суп выча туланда нет. Супчик. А? Суп каладен. Рола. Сейчас организуем. Свежий супец. Ешься. На завтра еще останется, я думаю. Тоже хорошая тушенка из светофора. Но уже, конечно, отличается еще качество. Вот. Там снизу. О, вообще жесть, ребят. Я не знаю, с чем сравнить. Что-то напоминает запах, но вот тем консервам, конечно, они дорогие, может, но вот это за 60 брал в светофоре за 63 рубля, наверное. В Маяке, светофоре у нас продают. Самые дешевые банки взял, тулану вот разбавляю. Ну там как паштет, я не знаю из чего сделано. Может там кишки, может еще что-то там для человека, для людей это продают, но я не советую это есть, конечно. Вот, ну и хлеб еще. Хлеб еще накрошим. И будет все отлично. Вон он идет. Ладно. Видите, морда. Вон он. Волчара. Он порог не переступит. Он за порогом будет стоять. Так, приучен. Так приучен он. Ладно. Кушать хочешь? Сейчас кормим. Без проблем. Жаль, конечно, что вот люди не понимают жизнь в тайге, охота, там, рыбалка. Есть, конечно, охотники, рыбаки, которые вот, блин, щущукаются с собаками. Есть такие. Ну или же на видео там показывают, может за кадром, хрен его знает, как страдает собака. А на видео такие добрые, хорошие, блин. Мясом кормят, там еще что-то там варят отдельно, варят. Супер. Да, некоторые даже люди себе позволить не могут, как сказать, такую еду, чем кормят собаки некоторые. И думаю, это чисто похазуха. Я так думаю. Вот, настоящая вот для тайги хлеб. Это уже, как сказать, тушенка, это уже раньше такое не было у нас, чтобы собаку там тушенкой кормить. Хлеб, картошка, каша. Самое простое. Конечно же, внутренности у птицы, да, и раньше добывали больше, и отходы вот от птиц там, или же, как сказать, сами кушаем, что откушаем, отходы, вот это все тоже, конечно, это
Но не мясо там килограммами, там еще что-то там. Бля, это уже перебор. Я покупать для собаки мясо не стану, ребят. Думайте хоть что. Без разницы. Собака, охотничья собака, это вполне достаточно для него. Вот, сейчас я разбавлю там теплой водой. Молока нету. На второй избе там с молоком кашу еще разбавлял. И все, вот такой суп будет для него. Где у меня этот? Ой, ложка такая была, блин. Ложка, 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 ложка. Целая миска для него. Вот это уже настоящий суп. Охотничий для собаки. Вот так вот. С тушенкой. Некоторые вообще, как сказать, собаки плохо относятся. Вот это я тоже понимаю. Блин, так голодают собаки. Жесть, конечно. Есть такие хозяева, знаю. Вот это на потом. Сюда поставлю. Ладно, сейчас вынесу, пускай ест. Шли, вон. Ну. О, дождик перестал. Ой, снег-то есть. Чай. Вот. Наестся и спать ляжет. Ладно, холодно тут. А вот этот овсяные хлопья перестал есть. Хлеб с тушенкой хорошо идет. Вот. Пусть ест. У нас тоже скоро будет. Тоже скоро уха будет. Из тушенки. Суп кипит. Все здорово. Ну, еще 5 минут, и он уже будет готовый. Хорошо кипит на медленном огне. Ну вот и ужин. Суп готов. Будем пробовать. В прикуску еще лук буду есть. И все. Конечно, сюда можно еще бич-пакет добавить, который вот в пачках, маленьких пачках. Может, даже и добавлю. Сейчас я попробую сперва без приправ, без ничего. А потом, наверное, все-таки, чтобы погуще стало, можно бич-пакет добавить. Вот. Ну, что сказать. По сегодняшнему дню там немножко поснимал, как день прошел. Так себе. Рыбалка не удалась. Или удался. Удалась. Насторожил капканы. Посмотрим, что будет. Есть еще везде все сыро. Как бы вот такие старицы, ручьи, все открыто еще. Вкусный.
Да. Соль еще надо чуть-чуть добавить. Сейчас еще мясо попробую. Мясо нежное. Как бы видно, что хорошо протушилось там. Сейчас в городе тоже взял ножки у свинины. Буду студень делать дома. Но это уже, если сделаю, буду озвучивать в будни Олега на втором моем канале. Все повседневные видео, это я выкладываю на втором моем канале. Да, вкусно. Тушенка как тушенка. Мясо. Совсем мало жира. Никакой кожи я не увидел. Ничего лишнего. В общем, вот эта тушенка с Белоруссии, которую вот отправили мне подписчики. Спасибо. Я бы из 5 5 баллов поставил. 5 звезд. 5, только 5 лайков. В общем, тушенка хорошая. Вот. Ну и я тоже сегодняшнее видео буду заканчивать. Хотел кино посмотреть вчера. Поставил на загрузку в телефон 3 фильма, наверное. Ни одного фильма я не нашел. Ни один фильм не закачалось там. Короче, наверное, остается только спать. Хотел фильм посмотреть, там комедии там закачал. Не скачалось ничего. А насчет завтрашнего дня в планах хотел еще, вот сегодня уже у меня планы поменялись, я хотел жерлицы сегодня целый день на рыбалку поставить. Если поймал мелочь рыбу, я бы поставил жерлицы, у меня бы до вечера это занятие ушло. Но с жерлицами ничего не получилось. Что я на завтра планировал как сказать, ну да, работу насчет насторожения капкана. Открываем капканы сезон. Сегодня все сделал. Немножко порыбачил, капканы насторожил. И завтра уже, наверное, я буду обратно уезжать из дома, ну, домой. Посмотрим, что будет завтра. В общем, день покажет. Еще на одну ночь оставаться или же завтра поехать. Вот. Завтра что остается? Капкан уже насторожил. Рыба, эту рыбалку нафиг он мне нужен. Не ловится. И подожду, когда вот на реке лед хорошо встанет, уже нормально буду рыбачить. Уже яйцо порыбачим и щуку половим. Это на потом оставим. Пока снега не так много. Завтра, наверное, с утра постреляю. Я несколько видов патронов взял. И завтра с 50 метров постреляю. И после этого по стрелушке, может быть, еще куда-нибудь съезжу на мотособаке за чагой. Еще чагу буду собирать. Вот это уже посмотрите завтра, как будет. Вот такие планы озвучил, а что будет завтра, уже посмотрим. Надеюсь, все получится. Что я задумал. Все, я сейчас ужинаю и спать. Время хотя 6 час. Очень рано еще. Самый простой суп сварил. На скорую руку. Все, ребят, я ужинаю. Пока.